Такой футбольной атмосфере может позавидовать даже матч чемпионата мира. Это и понятно чемпионов планеты. Звезд одной из лучших футбольных лиг Европы серия А увидишь не каждый день и не на каждом стадионе. Главу государства футболисты «Лидер 63» намерены поздравить победным счетом, а многочисленным болельщикам, среди которых также чиновники, адресуют президенту страны ярких пожеланий. Владимир Владимирович Путин мы должны любить, уважать, ценить нашего президента, потому что он гарант всех наших свобод. Сразу по окончании концерта под оглушительные приветствия стадиона на поле выходят футболисты. Обладатель золотой бутсы и золотого мяча 90-го года Сальваторе Скилачи, один из лучших центральных защитников за всю историю футбола Франко Барези, чемпион мира 82-го Пьетро Верховод, также не менее известный Дино Баджо, Клаудио Джентилли и другие звезды мирового футбола. Перед историческим матчем прозвучали сразу 3 гимна Италии, России и Чечни. И, наконец, судья дает старт. Уже на первых минутах хозяева задают тон игры. Одна за другой атаки посыпались в гостевую зону. Болельщикам не пришлось долго ждать. Рамзан Кадыров в упорной борьбе первым поразил ворота итальянцев. Точный выверенный удар главы республики вывел команду вперед. Периодически, перехватывая инициативу, команды стали атаковать ворота друг друга, но после первого гола ни одна из попыток так и не стала результативной. Первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу хозяев. В перерыве Рамзан Кадыров пообщался с журналистами. Рамзан Ахматович, вы главный инициатор этого праздника грандиозного. Как считаете, он удался? В первую очередь хочу я поздравить нашего национального лидера, президента Верховного Главнокомандующего Владимира Путина с днем рождения. Пожелать ему удачи, счастья и заверить его, что Чеченская республика, народ Чеченской республики, патриоты всегда будут с ними, готовы выполнить любой приказ. А так сегодня у нас очень такой радостный праздник. Мы чествуем нашего президента. Хвала Аллаху, что есть у нас возможность такая, потому что мы помним военные годы, когда была у нас полностью разруха, терроризм властвовал над республикой. Президент Владимир Владимирович доверил нашему первому президенту Георгию Хаджи Кадырову. И они вместе с Чеченской республикой, вместе с народом России спасли наш народ и от развала Российской Федерации. Поэтому мы с удовольствием, как победители, чествуем нашего победителя Владимира Владимировича Путина. Рамзан Ахматович, еще один вопрос. Вы играли против бразильцев, играли против звезд мира во главе с Марадоной, играете против итальянцев. Против кого сложнее? Ну, я думаю, сегодняшняя команда более организованная, и они более активно и энергично играют. Они лучшие команды. Я считаю, сегодняшняя команда лучше. Они во втором тайме поменяют 3 игроков, стараются, но все-таки в команде соперника игроки помоложе чуть-чуть. И надеемся сделать это шоу. Такая идея возникла от нашего главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Правда, очень мало времени было у нас организовать футбольный матч с участием чемпионов мира. Мне 29 числа поручили найти любую команду чемпионов мира, ветеранов, чтобы сыграли 7 октября на день рождения нашего президента, лидера национального Владимира Владимировича Путина. Ну, через знакомых, друзей, которых мы имеем в Европе и в России, как-то удалось нам решить этот вопрос. После перерыва оба команды, набравшие сил, ринулись в атаку. Буквально через несколько минут после начала второго тайма второй гол в ворота итальянской команды забил игрок грозненского Терека. Заур Садаев выступил в роли наконечника в позиционном наступлении хозяев. Очередная стремительная атака российской команды. На этот раз Аптиахьядов. Гол словно под копирку, но с передачи главы Чечни. Рамзан Кадыров идеальным пасом с центра поля выводит молодого футболиста 1 на 1.
Не меняя стратегии, хозяева продолжают атаковать соперников. Но в появившемся окне итальянцам все же удается забить 1 гол в ворота лидера 63. Атаку красивым голом завершил 8-й номер. Не заставил себя долго ждать и ответ хозяев. После целой серии атак, обработав пас, 4-й решающий гол забил Магомед Митришев. Невероятно зрелищный матч завершился с разгромным счетом 4-1 в пользу команды Кадырова. А после небо над Ахмат-ареной озарил красочный салют. Аслан Альбукаев, Хамзат Аюбов, Адам Чекуев, Дани Хавхаров. Новости.